А почему нет дебатов? Вот, знаешь, если бы, допустим, в США кандидаты в президенты не ходили на дебаты, ну, это просто невозможно. Это как без штанов ходить по улице, да? У нас, даже если кандидаты ходят, они ходят только в теплые ванночки. Они либо ходят, вот приходят всей командой на канал, садятся, значит, и рассказывают свою программу. Политику партии. Единственное, да. что свело разных кандидатов, последний раз, это было, по-моему, «Право на Владу», ток-шоу на той неделе на 1+1, там пришли 5 или 6 кандидатов в президенты. Ну, но это не из стройки. Нет, из стройки, там были первые лица, да, но там кроме Порошенко были первые лица, да. И нет, Зеленский был в скайпе, он как раз было видео оттуда, да. И, ну, удивительное дело, дебатов, ну, такой, казалось, случай, но дебатов не получилось, потому что все выходили, обвиняли Порошенко, значит, он это сделал, то сделал, там, я без комментариев, но обвиняли, имеют право, они как бы кандидаты в президенты. Но друг к другу претензий нет, и дебатов не получается никаких, почему-то. Вот удивительно, что весь мир сейчас как бы воюет всеми возможными способами против агрессора, против России, а наши все политики воюют против Порошенко. Я вообще удивлен. Они сначала друг друга обвиняют в коррупции, потом отдают свои голоса друг другу. И ну, как-то это настолько прозрачно, о том, что они просто не за Украину. Нет, я понимаю, должны быть политические какие-то столкновения по каким-то там таким вопросам. Но вы-то должны быть все за Украину. Так или иначе. Вы не должны быть против Украины. Тебе сейчас скажут, что ты просто защищаешь действующего президента, что ты порохобот? Не, я порохобот 100%, я не буду притворяться. Я порохобот еще уже 5 лет, еще с того момента, когда Порошенко еще не был президентом. Вот как ни странно. Я не буду этого скрывать. И мне за эти вот годы, я очень переживал, чтобы он справился со своей задачей. И я, честно скажу, мне за него не стыдно. Он сделал то основное, то, что он должен был сделать. А что? Он добился поддержки Запада. Он, когда его избрали, он 2 месяца не вылазил с самолета буквально. Он летал по всем странам и объяснял. Вспомни, как это было. У нас тут уже была оккупация Крыма, убийство на Донбассе, а Европа все выражала какую-то озабоченность. Я помню, помнишь, они знаешь, что делали? заботу. Они посылали проверяющие комиссии в Славянск, чтобы выяснить 2 раза. Посольство Германии, как мне рассказали, посылало, чтобы выяснить, не искали распятого мальчика, ведь по русскому телевизору показали распятого мальчика. И никто не верил до последнего, пока Путин через год не сказал в «Зеленых человечков», они же в русской армии в Крыму. Они верили, потому что нужно не забывать, что Россия на 22 языках через свою программу, как называется, РТР, они транслируют, Russia Today, извините, Russia Today, они транслируют на весь мир свою пропаганду. Поэтому, когда Порошенко выступил в Сенате, объездил всех и добился, по сути, санкций против России, получил поддержку, вот эти вот плохие, какие бы они ни были хорошие, плохие Минские соглашения, они дали нам время. Нам нужно было очень вот это время для того, чтобы восстановить армию, восстановить технику, набраться сил, и мы это время выиграли. Так или иначе, да, у нас гибнут буквально каждый день солдаты. 1, 2, 3 человека, это бывает, это ужасно. Но если бы не было этих соглашений, украинцы гибли бы каждый день тысячами. Просто тысячами. И не факт, что сейчас бы граница проходила там, где она сейчас проходит. Я просто приведу, я не помню имя, но какой-то из русских пропагандистов прямо у них в ток-шоу, то ли вот в этом 60 минут, или в этой пропагандистское шоу, сказал, что благодаря Минским соглашениям Украина слышала это, да? Да, слышал. То есть они с сожалением говорят. Они даже это подтверждают, что они вот эти соглашения связали очень россиянам руки. И было утеряно с их стороны время, утеряно с нашей стороны время, мы наоборот получили. Поэтому действительно я поддерживаю Петра Алексеевича, ну только его как личность. Вот скажи, пожалуйста,